На себе. И сегодня у нас будет очень интересная тема. Самое главное, что необычная и достаточно вкусная. Вы сейчас обо всем поймете. За моей спиной находится нечто, о чем сейчас расскажет нам руководитель проекта. Познакомьтесь, Иван Гаврилев, руководитель проекта Синет Парк. Как правильно называется данный проект? Это круглогодичная ферма по выращиванию клубники в городе Якутске. То есть вы выращиваете клубнику в помещении в суровых условиях Якутии? Да, не просто клубнику, а самую лучшую клубнику в Якутии. Ну, мы в этом, кстати, убедимся, я думаю, да, сегодня Конечно. у нас предстоит широкий спектр, вообще объем работы, да, и вот в целом, почему решили сделать такой проект, для чего он и с какими целями? Основная цель благотворительного фонда Синет Парк является решение проблем жителей Якутии, большинства жителей Якутии. Одна из таких проблем, все знают, это качественные продукты. Зачастую продукты, которые к нам приходят, они приходят уже какие-то невкусные, не того качества, и по пути их обрабатывают специальными препаратами для того, чтобы избежать порчи их, и, соответственно, это уже не настолько полезные продукты, какие они должны быть на самом деле. И таким образом мы решили создать такой проект по выращиванию клубники в городе Якутске, чтобы обеспечить жителей города Якутска спелой, сочной, свежей ягодой. Также мы решили для решения этой проблемы в качестве эксперимента привлечь студентов из разных вузов. И к нам к проекту присоединились 8 человек. С нами сегодня будет Иван Жарликов. Он будет все показывать, рассказывать, как мы здесь работаем, какие обязанности входят какие обязанности входят лаборанта по уходу за клубникой, что нужно делать для того, чтобы выращивать ягоды. Иван, понятно, что вы руководитель проекта, да, но тем не менее, если вот это все отбросить, вот как пользователь, как обычный житель Якутска, да, то есть вы пробовали и клубнику привозную, да, и, возможно, где-то вы пробовали это прямо идеальную клубнику. Вот ваша клубника, она в каком соотношении? То есть какие вкусовые качества? Я думаю, 9 из 10. Но почему 9? Потому что совершенству нет предела. Мы постоянно работаем, постоянно пытаемся что-то улучшить. И вкусовые качества по сладости, по содержанию сахара, по форме ягоды. Так что пока 9. Понятно. Но сейчас даже надо отметить, что теплица, да, правильно называют, теплица Можно находится теплица. вот за нашей спиной. Но даже находясь здесь, вне теплицы, да, чувствуется вот запах клубники. Да? Ну вот сегодня, я думаю, мы соберем небольшой или большой урожай. Да? Сколько получится. Сколько все получится. взвесим, все замерим. Да, и обязательно одну ягодку я попробую. Для того, чтобы пройти в теплицу, что нужно сделать? Так, для начала надо переодеться, одеть халат, шапочку, перчатки и приступим к работе. И сегодня мы будем работать с Иваном. Да. Хорошо. Сейчас буквально переоденемся и познакомимся с Иваном. С ним мы будем проводить дальнейшую работу по уходу, по сбору урожая. И, в общем, в целом мы покажем основной процесс, из чего состоит вообще рабочий день, да, можно так сказать, человека, который работает с тем, чтобы получить очень вкусную клубнику. Я думаю, будет очень много интересного. Оставайтесь с нами. Испытано на себе. Так, и сразу давайте познакомимся. Иван Жарликов. Да, Очень приятно. Иван, вы студент АГАТУ. АГАТУ. Вообще, в целом, почему вы вступили в этот проект? Вообще, это как происходил какой-то отбор, кастинг или вы... Да нет, на изъявили самом деле здесь вообще такая интересная история получилась. Мне позвонил наш общий коллега, так сказать, его зовут Сергей Безруких, и попросил сделать электрику вообще в помещении для сидифермы. Я пришел, посмотрел объем работы, заинтересовался, что вы здесь делаете, чем занимаетесь. Они выращивают клубнику. Я говорю Ивану, а можно мне тоже с вами участвовать в проекте? Он говорит, извини меня, это проект только для студентов. Я не стал расстраиваться, пошел, взял документы, подал в АГАТУ, прошел собеседование, поступил, вышел приказ о зачислении. Я пришел к Ивану с приказом, дал его ему, и он говорит, поздравляю, ты в проекте. Серьезно? То есть, Серьезно. чтобы участвовать в этом проекте, ты поступил в учебное Мне пришлось стать студентом.
Слушай, ну не жалеешь? Нет, не жалею. Супер, вообще здорово. А вообще в целом тебе сколько лет? 36. 36. И образование уже было? У то есть- меня высшее образование, я работаю в ПАО «Якутскэнерго» уже 16-й год, Мгм. ведущим инженером. Ну и вот как-то здесь оказался. Это здорово, очень интересно. Так, у нас сейчас по времени должна включиться, и вот очень интересный момент, да, там происходит опыление шмелями, да? Да. Правильно понимаю? И чтобы шмели чувствовали себя как дома, грубо Да, говоря, в как, комфорте. да, то есть им включается луна, потом включается Полная дневное имитация, да, полная имитация получается заката и рассвета. освещение. Мгм. Ну что, сейчас я еще надену перчатки, и мы пройдем в саму теплицу. Да, здесь запах гораздо насыщеннее, да, то есть уже чувствуется. Я вот вижу даже, смотрите, друзья, вот клубничка. Так, сейчас, получается, у нас утро, начинается рабочий день не только у персонала, но и у шмелей, да? Да. То есть у нас сейчас идет имитация ночи. У нас сейчас, получается, шмели отдыхают. В скором времени включится основной свет, и они выйдут на работу. Это специальный, как улей, да? То Да, есть- это специальный улей, мы его заказали с Московской области, он нам приехал. Мы его привезли, открыли, в принципе, и все. Этот улей живет порядка 3 месяца. 3 месяца. Да. Ага. При хорошем, так сказать, при хороших условиях. Мгм. А сколько количество шмелей, вот, например, на Вот эту в площадь? одной семье от 70 до 80 штук. И такой вопрос по безопасности, они не жалят? Они не жалят. В принципе, они специально выведены для того, чтобы опылять Ага. там, любую культуру. Там ту же возьмем. Вон, кстати, вылетел один. О, уже приступил к Да, работе? любую культуру, в принципе, опылять. От клубники до помидоров. Ага. Так, ну мы сейчас хотим подождать тут по автоматике, да, включается, грубо говоря, в 9:30 свет дневной. Сейчас сколько время? 24 минуты. 24 минуты, да? Через 6 25 минут. Утро у нас начинается с замеров дренажа. У нас есть такая табличка. Мы сейчас смотрим объем дренажа, EC, то есть соли, какие у нас выходят, и pH. То есть мы контролируем сейчас этот весь момент. Мгм. Это происходит здесь в теплице? Это происходит здесь в Ага. теплице. Ну, давай приступим. Думаю, Вот у нас стоят емкости. Мгм. То есть вот у нас идет полив полный. Все, что выходит, мы собираем сюда для показаний, так сказать. Вот это дело нам надо сейчас будет унести на весы и это все дело замерить. Так, по времени у нас что там? Сейчас уже будет рассвет. А, сейчас включится, да? Жора, давай посмотрим на рассвет. Секунду на секунду. Оп. А вот. Друзья, да, чуть-чуть мы не успели, но, как видите, и он частями, да, включается? Ага. Видите, Вот этот ряд мы сейчас- делаем имитацию. Да, вот этот ряд и верхний ряд у нас он там дальше. Вы увидите в конце примерно. То есть это все делается для того, чтобы шмели, да, чувствовали себя, грубо говоря, как Как дома. да, как дома. дома. То есть частично включается, вот сейчас у нас начинается рассвет, а вот та лампочка, которую вы видели около улья, это луна. Да. Правильно. Так. Имитация Луны. Продолжим замер. Пойдемте. Продолжим замеры. Так, давай тогда тебе, Руслан, буду говорить. Это у нас идет сейчас 50 на 50. 50 на 50. Да. Все понял. Все понял, да. pH мерим. Так, 50 на 50 pH. Ага, 4,2. 4,2. 1,70, 1,82. И C. Ага. Ага. Вес. Так, вес 19,5. Ага. Так, и ведро.
Испытано на себе. Первым делом мы смотрим на электричество, все ли у нас здесь работает. Тут проверили, здесь автоматы посмотрели, все включены, все хорошо. Счетчики у нас, фазы все есть, все. Это круто. Идем дальше. Свет у нас есть. Теперь у нас самое главное — это вода. Здесь у нас, получается, стоят емкости с водой. Это у нас емкость для накопления обычной воды, которая идет с крана. Потом мы эту обычную воду прогоняем через обратный осмос и получаем уже дистиллированную воду. Ага, то есть здесь полностью дистиллированная Да, вода. да, обязательно. Мы приходим, смотрим, чтобы у нас емкости постоянно были полные. То есть полная, значит, это хорошо. Осмос. Обязательно смотрим осмос, чтобы у нас осмос всегда был, потому что мало ли что. Надо будет полив сделать, либо размешать нам по листу. Но такой дистиллированной водой она как бы как мертвая считается Она вода, мертвая считается, да? Ага, Ну, мы убрали все лишние микроэлементы и макроэлементы. Просто убрали для того, чтобы мы их сами смогли добавить. А, вот эти емкости. Вот вы эти уже- емкости у нас уже получается, здесь мы получаем обычную воду, здесь мы получаем осмос, мертвую воду. Здесь у нас уже идут готовые растворы. Минерализация. Да, здесь мы уже выравниваем поливочный раствор и поливаем уже, получается, удобрением. Все, зашли, проверили, посмотрели, показания посмотрели, потому что мало ли что бывает там, как бы лишние, ну, чтобы убрать, так сказать, лишние головные боли. Сколько данные там? Здесь у нас получается поливочная вода. Сейчас на плодоношении pH мы держим 6, а EC у нас 1,6. А для интереса можно ли замерить вот? Мертвую воду? Ага. Можно? Без проблем. Интересно. Можно замерить экран и воду. 0? 0, 1. Это EC, да? Да, это EC. Это то есть, соли. да, ну вот. да, А вот а сейчас мы обычную померим. Так, Ту, водопроводная из которую мы, крана. да, ту, которую мы пользуемся. 0,36. 0,36. Ага. А должно быть для полива? Для полива должно быть свой маточный раствор. Свой маточный раствор. Потому что здесь, вы как заметили, да, EC 0,36. То есть здесь есть какие-то элементы. Да. Мы эти элементы убираем, потому что мы не знаем, какие они. Да, непонятно. Да, непонятно, потому что зачем нам этот лишний анализ воды делать, если мы можем просто все, Очистить? да, очистить, сделать чистую воду и потом уже приготовить свой раствор, который нам нужен. С нашими микроэлементами и макроэлементами. Службы доставки воды, вот интересно. Вот они, наверное, А мы мерили. не все, наверное... А, мерили? Да. И что? Ну, она у них фильтрованная, но не скажу, что как у нас прямо мертвая. Ага, минерализуется. Да, она тоже, у них ну. там где-то 0,2 у них примерно. Ага, ну, EC. многие, да, потому что службы доставки воды, они говорят, что они еще после фильтрации в воду еще добавляют микроэлементы какие-то, или очищают серебро. Может быть, Ну, не в общем, знаю, за них ничего говорить не буду. Хорошо, да, но это тема другая. Да. Так, дальше. Дальше. Проверили воду. Проверили воду, смотрим, у нас здесь еще есть наш холодильник, где у нас хранится наша рассада. Вот наш холодильник, здесь специальные условия для нашей Можно рассады. включить свет, да? Да, можно включить свет. Ага. Тут сколько градусов держится? От 0 до -3. От 0 до -3. То есть она как бы засыпает, да? грубо Да, она говоря? как бы мы имитируем то, что у нас сейчас зима, спать пора. Ага. Как бы вот у нас саженцы наши. Похоже на, когда вот цветы, да, некоторых флористических центрах берешь, вот, по-моему, то же самое, да? Это торф или что это? Нет, это корни. А? Это корни. А это корни клубники? Да, это корни клубники. Серьезно? Да. Это вот корни клубники. Ничего себе, у него какая мощная корневая Это система. да, это получается мы заказали рассаду. Она из, получается, Have a Trade называется. Как ее? Sort Sensation. Это получается у нас... В целом сорт вы уже выбрали, да? Да. Сейчас идет работа по уже Вкусовым. по Вкусовым. вкусовым, как добиться, с помощью каких вот, то есть соотношение земли, соотношение добавок, да, Да, получается? да. Вот сейчас мы как раз таки и наблюдаем. У нас сейчас 4, вот как раз, как я говорил, разных стендов. Земля, половина перлита, 2/3 перлита и чистый перлит. Сейчас мы смотрим.
выбираем субстрат для дальнейших действий. И потом мы все-таки хотим прийти к какому-то субстрату, но потом этот субстрат, чтобы использовать повторно. То есть он не был такой, что надо постоянно его докупать? Да. есть, Чтобы лишних затрат не было, мы хотим... Я правильно понимаю, что в принципе небольшой объем теплицы, но после всех исследовательских моментов уже будет какое-то расширение, да, и уже по... Ну, есть, конечно, в планах такое. Есть, дай бог. И уже у вас будет готовый как бы план, да? План действий, схема. Хорошо. Испытано на себе. Да, кстати, хотел спросить, а почему нужны именно шмели для опыления? Ну, во-первых, на шмелей прилипает очень много, так сказать, вот этих пыльцы. И вот она летит с одного цветочка на другой. И вот эту пыльцу она как бы дальше передает друг другу. И от этого зависит форма ягоды. Даже так? Да. То есть они помогают ягоде набрать именно ту форму, которую она должна быть. То есть если вручную это можно делать? Можно делать. Ягода будет такая некрасивая? Ну, в зависимости все от того, что как ты ее пылишь. Возможно, ты ее плохо опылишь, возможно, получится хорошее опыление. Но шмель сделает намного-то лучше. Конечно, они профессионалы в этом деле. Так, сейчас мы будем работать по листу. По листу мы почему работаем? Ну, сами же понимаете, да? Женщины пользуются там тональным кремом, красоту наводят. Ну и мы тоже своим кустиком, как сказать, даем микроэлементы, красоту им наводим, можно сказать так. Так, нам надо фолицист 15. Берем фолицист, перфект стик. Всегда хотелось узнать вот по вот этим добавкам, да, они биологически как натуральные, да? Они натуральные, да, полностью. Фолицист надо нам 15 миллилитров. Так, открываем, да? Открываем. Не надо сбалтывать? Сбалтывать. Ага. Сбалтывать надо обязательно. Это, Перед употреблением сболтать. да. Сами знаете, все это как-то вниз опадает. Сболтать, но не перемешивать, да? Так, все правильно? Или тут детская защита, нет? Это интересно. Да, это может быть и новый. Это новый. Это новый? Давай, убери. Нормально? Вот Старый есть, возьмем? Есть, ага. Возьмем старый. Фолицис 15. 15 миллилитров? 15 миллилитров на 10 литров. Ух ты, какой цвет. Я думал, будет что-то прозрачненькое почему-то. Упс. Так. Ладно, давай следующий возьмем. Ага, он это разгерметизовался. Так, обратно, да, его? Да, обратно его убираем. Нам его чуть прогнать. Сейчас Так, сделаем. это 10. Да, 10. Так. Так, по факту. Прям туда, да? Прямо туда, да. Так, тут было 9 и 6 тогда. Ой. Так. Слушай, а если на миллилитр там ошибешься, тоже нежелательно, да? Нежелательно, конечно. Ну, я думаю, что Но я сейчас взял, она кашу была... маслом не испортишь. Тут... я думаю. да? Ну ладно. А я там... Это мы же, получается, по листу работаем. Это же мы не в корень даем. Всё. Так, Закрываем? Закрываем, да. 15 дали. Перфект стик. Это как мыло. Специально, чтобы... Тоже перемешать? Да, просто взболтнуть. Это щелочки, да? Нет, это не Что щелочь. Это как бы микроэлемент. Этим же, да, можно? Да, Сколько? здесь даем 2. Нет, Всего 2? Другой. Так, 2. Так, это сколько? это 3. Это 3. Чуть-чуть убавь. Да, из меня бы это... медбрат бы не очень получился. Да. Так, сколько там кубиков? Надо выдавить 1 миллилитр. Слушай, жестко. Ой, ну вот, 1. Так, сейчас. Все приходит с опытом. Ну.
Вот, Так, все. пойдет. Есть. Угу. И Закрываем. барамин гель 10. Барамин гель. Так, каким? Этим же, да? Ага. 10. 10. Это половина. Да, 15. Пойдет. Все. Это все убираем сразу на место желательно. Прикручиваем это дело все. Так, ей тоже пригодится, да? Да, да. Сейчас его тоже поставим. На 10 литров раствора, да? На сколько хватает? На всю теплицу. На всю теплицу, да? Ага. Так, Давай на плечо. накачивать будем? Да, накачаешь, заходи. Ага. Так, только ты подсказывай, вдруг я перелью куда-нибудь. Через 3 минуты свет, может дождемся, Так. когда свет включится. Ага. С какой стороны начнем? Начнем с самого начала, слева направо. Ага. Так, накачивай, да? Сколько? Да, он упрется. Упрется. Все? Закрыть надо, да? Нет? Нет, он закручивается вот так вот. Ага. Значит, Все, одевай на плечо. И отсюда, точнее, лучше, наверное, оттуда. Я оттуда почему-то работаю. Мне... с той стороны? Ага. Так, это как надо? Туда пройти? Да, это мы идем до конца. Ага. Да, вон он, разведчик пока один летает. Так, я тебя не залью. Сейчас. Вентилятор пока выключу, да? А зачем? Может, пусть сработает. Так, каким образом делаю? Прямо по листу работаешь. Вот Все так. вот. Да? Да. Нажимаешь, она сама будет. Вот. Пропорция нормально? Да, так, чтобы видно было, что по листу что-то попало. Ага. Теперь вверх. Достаточно, да? Ну да, достаточно. С той стороны тоже буду или я с этой стороны обе стороны делаю? Нет, с той стороны ты будешь. Тоже, да? Да. Ага, тогда я там. Так. Так, давайте-ка. Такая утренняя роса. Самое главное, чтобы мне хватило. Нет, тебе хватит, даже останется. А, даже останется? Да, мы тут все рассчитали уже. Хорошо. Так, надо чуть подлить. Добавить давление. Опа. О. Хорошо пошло давление. В целом вообще вот я сейчас вспоминаю, вот огород, да, что такое? Это самое, это, короче, поливать и пропалывать.
Тут ни того, ни другого не надо Тут делать. ни того, ни другого не надо делать. Ну, Это огород мечты. есть еще тут несколько нюансов. Мы сейчас еще дойдем до этого. А, дойдем, да? Да. То есть тоже есть свое, да? Так. Нам еще надо будет собрать ягоду. Это как бы основная работа, входящая в работу лаборанта. Ага. Ну, сейчас вот при наступлении света, давайте мы сейчас маленько поработаем с кустами, и я покажу, что надо Хорошо. делать. Ну, этот я полностью сделал, Да, получается. отлично. Ага. Так, здесь оставлю, да? Да, здесь оставь. Просто, когда у нас не было света, было неудобно маленько. Ага, сейчас у нас наступил Да. Сейчас наша задача, у нас идет плодоношение, чтобы кусты не теряли силы. У нас она ремонтантная, идут усы. То есть мы идем, видим усы, видим старый лист. Здесь смотрим старый лист, вот некрасивые листочки, подсохшие. Мы это все дело, так сказать, убираем Собираем. с каждого. Так, усы – это веточки, на которых нет, Нет, листьев. Нет, это уже следующий куст идет. То есть вот это вот основной куст, а от нее вот идут усы. А, это они уже- нам не нужны, то есть он на нее силы тратит? Он на и- нее силы тратит, да, и получается то, что зачем нам силы тратить, если нам нужна ягода, а не усы. Мы выращиваем не усы, а Да. ягоды, да? Так, вот, например, смотри, вот ус, да? Да, ты просто его отламываешь. Прямо под корень? Нет, без разницы. Вот, видишь, у него основная точка. Просто А, убираем, чтобы и всё. дальше не цвела. Всё, дальше не свела, чтобы А, всё. все, понял. Просто идем, смотрим, так убираем. Так, это уже вот он. оторванный. Вот видишь, висят. Вот лист, видишь, плохой. Тоже этот убираем обязательно. Так. Работы очень-очень много. А это плохой лист? Это плохой лист, но его желательно... Мы такие не убираем, потому что дожидаемся, чтобы он нормально высох, чтобы хорошо его оттуда просто извлечь понял. и всё. То есть полностью высохший лист Да, считается... полностью высохший лист. Это как у человека волос оторвать, Ага. понимаете? Ягодку вот смотрим, видите, у нас падает ягода с этого. Мы ее стараемся положить вот сюда вот. А, то есть Чтобы не ломался у нас цветонос, да, чтобы ягода была хорошая. Убираем сюда на цветонос эти ягодки. Тоже подправить. А сбор урожая можно, вот, допустим, в такой теплице, это раз в неделю, раз в месяц, как собирается вообще? Ну, вот. Ну вот у нас сейчас Поспеваем. идет уже, в принципе, сбор урожая. То есть мы видим где-то, если ягода у нас налилась хорошо, то мы ее стараемся уже снять. Потому что она будет потом, как сказать-то, будет лежать и мяться. Ага. Уже вид будет Ну, не та- не последний товарный. раз вы собирали когда? урожай? Сегодня у нас что, четверг. Последний раз мы собирали вам, по-моему, в воскресенье, да? А, то есть буквально, ну, дня 4 назад, да? И можно уже, в принципе, еще подсобрать. Да, да. Ну, это Можно как, еще- наверное, с огурцами, да? То есть выросли их, Выросли, собрали. собрал. Выросли, собрали, да. И вот так вот мы идем, убираем цветоносы лишние. Вот смотри, вот это ус, Это ус. это что, большой ус такой, да? Испытано на себе. Так, по ягоде смотрим, да, вот, допустим... Как? Красивую ягоду выглядишь. Да, вот, мы видим, что вот эта ягода, допустим, да, вот она еще не поспела. Ага. То есть у нее признак ну, беленький, видите, да? Здесь же у нас видно, что ягода уже более такая спелая, сочная. То есть уже даже видно, ну, какая она красивая. То есть мы снимаем вот такую вот. Аккуратно С слаживаем. кусочком веточки, да? Да. Можно ее так. Ага. А вот это еще... Вот это еще... она уже такая большая. Ну, она большая, но видишь, у нее вот этот белый вот... Не доспел еще. Чуть-чуть не доспел. То есть она должна быть Идеально красная. идеально красная. Да, ну, чуть-чуть, может быть, беленькая будет. Ага.
Так, как пойдем? По верху, по низу? Да, Ты по верху, я по низу или как? без разницы, как хочешь. Давай, давай я по низу, Ну, ты давай. поверх. Так, сейчас. Вот еще видишь, такие моменты у нас вот есть, попадает ягода на землю, вот, видишь, поэтому я вот говорил, то, что сначала надо убрать вот эти цветоносы и ягоду стараться разлаживать на ленту, чтобы у нас вот такое вот не было. То есть она на землю Она на землю попадает и попала, да, портится. и попортилась, поэтому мы ее сразу снимаем. Так, смотри-ка, вот это можно, да, собрать? уже? Да, можно. Вот такую красненькую, красивенькую. Видно по ней сразу, что она уже просится. Сорви меня. Так, этих, ой-ой. Этих поднимем. Где-то, если есть подпорченную, видишь, сразу же ее тоже надо снимать, убирать. Порченый Потому что, там. да, потому что она... Но все в один тазик, да? Все в один тазик, да. Ты просто как-то в сторонку, ну, отлаживай. Вот. В один уголок там хорошую, а в другой уголок, чтобы тебе понятно было. Какая сочная, я ее раздавил. Я ее съем. И ложить ее в тазик надо желательно... Можно не мыть же, да? попробовать. Так, я просто пальцем чуть-чуть. Сейчас я попробую. Прям слюни текут. Ого. Ого. Ой, обалдеть. Очень такая сочная, насыщенная. Здорово. Продолжаем собирать? Да, продолжаем. Так, сейчас я ее, давай сюда положу потом. Так. Тут стимул пошел, да? Ну вот надо приноровиться немножко. Я вот эту почему съел, потому что пальцем раздавил ее. Ничего страшного. Так. А если кривая, тоже собираю? Кривую желательно, да, тоже убрать, потому что на нее идет, так сказать, Сила. силы, да. Вот видите, такая вот она. Вот я правильно понимаю, что если бы вручную опыляли, Примерно были бы была бы вот такая, все да. такие? Да. И если даже бы не опылял ты ее, она бы примерно вот такая была. Даже без опыления? Да. Вот, Такая и- некрасивая выросла бы. Вот, смотрите, так, давайте какую-нибудь классическая клубничка. Ну. Тут вообще яркий цвет такой, смотрите, какая она прямо переливается. Да. О. Еще спелые как будто сами отрываются. Да, есть такой момент. А здесь еще немножко. Ну все, в принципе, как и с помидорами, наверное, да? То есть красные помидоры собираешь. А можно ли, как помидоры, бывают зеленые, да, кладешь в тепло, и они доходят до красного? Так не делаем. Клубника так не получится. Так делают только в руку. А. Привозят. Она почему такая, как картошка? Она потому что вот так вот на Так, куске прекратим. висит и не дозревает. Так, Ивана не слышно, да? Но он сказал, что... Иван, ты расскажи. Да, почему привозная обычно бывает такая, как картофель, да? То есть, потому что ее недоспелой, да, собирают? Да, они, и потом она в процессе принципе, чтобы к нам доходит. сюда довести продукт, клубнику, это очень скоропортящийся продукт. Вот, и они его срывают раньше срока, Ага. чтобы при транспортировке она как бы дошла, дозрела. Ну и, конечно, они ее обрабатывают какими-то стимуляторами, Мгм. чтобы она быстро не портилась. Поэтому нам сюда довозят непонятно что. Клубнику под названием картошка. Цена дорогая, никто ее не покупает. Ну, может, кто-то покупает, я не покупаю. У меня вот ребенок просит, купи пап клубнику. Я сказал, нет, такую мы не кушаем, сынок. Ну, конечно, папа знает Папа толк знает. клубники. Так, здесь еще пусть доспевают.
А сколько живет куст? Вот, допустим, вот сколько он может плодоносить? Так, по кустам, да, рассказать. Вот смотрите, вот этот наш проект, у нас вообще два проекта было. Первый проект мы пробовали с саженцами фрига, и сорт был у нас фавори. Угу. В этом проекте у нас КСД и сорт Sensation. Угу. Чем отличается НСД от КСД? То есть нейтральный световой день и короткий световой день. У нейтрального светового дня, у клубники, ягода идет волной. То есть первая волна прошла, потом за ней вторая волна, третья волна. И так вот в течение 4 лет может куст тебя радовать. А на КСД здесь совсем по-другому. У нее короткий световой день, поэтому она выдает все где-то примерно больше, чем НСД. Мне кажется, ну, в 1,5-2 раза. И уходит на покой. И ей надо будет потом 3-4 месяца отдохнуть, набрать силы, чтобы заново выдавать ягоду. Как бы вот так вот. Вот это и есть отличие. Понял. Здесь же в открытый грунт советую в Якутске садить все-таки нейтральный световой день. Смотрите, а какую клубничку, да? Смотрите, как мишка. Ушки, мордочка и огромная. Так. Испытано на себе. Друзья, сейчас мне такую мотивацию сказали. Мне сказали, сколько я соберу ягоды, столько с собой и унесу. Так, слушайте, ну надо это. У нас же коллектив-то большой. Так, ну не будем, конечно, пользоваться слишком сильно служебным положением. Я думаю, тем не менее, чаю наберем. Ух ты! Шмели точно не жалят, да? Точно не жаль, пока ты до него не... Я его испугал, он меня... Нет, он меня ты сам пока испугал. его не тронешь, пока ты его не сожмешь, больно ему не сделаешь, и он тебе больно не сделает. Ага, просто он... Я его, Да, видимо, тоже испугал. первое время было страшновато, конечно, сюда Ну. заходить. Ну ничего, потом привыкаешь. Так, ну, я думаю, достаточно. Здесь, смотрите, вот буквально с этой части, да, я практически взял только центральный, ну, вот, и нижний, да, рядом. Верхний можно еще. Кстати, вот не доглядел, видимо. А, это тоже? Это тоже ваше. О, Мы сегодня хорошо поработали. сегодня просто день мечты. Друзья, ну, я думаю, это просто... Я люблю свою работу. Иван точно так же может, да, сказать? То есть, действительно, это, наверное, такое ощущение, когда ты ухаживаешь, да, за растением, а оно тебе вот, ну, дает такую отдачу в виде вот такой красоты. Ну, представляете, и даже вот уже, ну, мы видели, да, а вот она. Это, скорее всего, рекордсмен, да? Да, это всего рекордсмен наш. Сейчас Сейчас мы ее померим, сколько она грамм у нас. Мы ее сейчас взвесим. Испытано на себе. А сейчас мы будем делать концентрат, так называемый маточный раствор. Он делается для удобства дальнейшей работы, чтобы, допустим, не замешивать каждый раз вот наши все удобрения. Для, допустим, мы набрали 1 кубометр воды, допустим, да, раствора, который хотим приготовить, и для него не отмерять там необходимое количество солей, там в граммах, там, и так далее. Мы делаем маточный раствор на 10 литров. 10 литров у нас идет на 1000 литров, получается. Да? То есть 100 раз. На 1 литр мы 1 к 100. добавляем, да, 1 к 100 получается. Хорошо. Так. И обязательно используем весы. На весах мы видим, ну, у нас плотность воды. Вот так, тут сначала обнулить надо. Да, у нас обнуленная здесь. На Да, вес- тару снимали, ага. Да, тару снимали. У нас плотность воды на 1 кубометр, ну, то есть 1 литр это 1 килограмм. Соответственно, у нас здесь мы видим, что у нас 4,3 килограмма здесь. Обязательно добавляем Теплую воду. да, теплую воду, чтобы наши соли лучше растворялись. Я правильно понимаю, что в таком формате, когда идет, да, теплица, то есть вот без солей никак не обойдешься, ну, без добавок. Нет, конечно. Потому что нет земли, да, то есть, ну, ее как бы мало, и она должна насыщаться. Нет, полив должен, то есть в земле
как таковой нет питательных веществ, да? Ну, то есть вот в торфе, он нейтрализованный торф, в нем питательных веществ нет, и мы должны их добавить туда. Для этого... С помощью полива. Да, для этого с помощью полива. И туда мы подмешиваем необходимые соли, которые нужны для развития роста растений и плодов. Хорошо. Так, у нас мы на калькуляторе сделали свой план питания. А вообще вот экономически целесообразность тоже просчитывается? То есть какой объем должен быть теплицы, чтобы выйти на, например, на окупаемость? Да, конечно, это легко можно все посчитать. Сейчас наша основная цель выйти на планируемый объем. Вкусовые качества и объем. Да, объем продукции, главное. Да. Вкусовые качества, в принципе, мы уже разобрались с ними, победили их. У нас одно время ягода была кисловатая, одно время она была такая слишком водянистая. С этими проблемами мы справились. Сейчас осталось у нас выход на планируемую продукцию, чтобы... Слушай, а вот те данные, которые ты мне сейчас зачитывал, это вы выявили в течение нескольких лет? Ну, в течение работы? Да, это не секретная информация? Нет, не секретная информация. На самом деле мы не с нуля начали, да, мы привлекли эксперта. Я как-то, вот перед тем, как начать проект, я долго искал в интернете, кому можно обратиться за помощью, чтобы он наставил нас на правильный путь. Ну, то есть, да, хотя бы толчок такой. Да. И как-то наткнулся на человека, который выращивает ягоду в Тюмени. Тоже считается северный город, да, не совсем не юг, тоже вот в таких же закрытых условиях, при искусственном освещении. Я просто ему написал, вот у нас такой есть студенческий проект, можешь нам помочь? Он говорит, да. Мы с ним пообщались, он, оказывается, в Тюмени уже работает 5-й год уже, и у него 5000 кустов клубники. И все тюменцы у него просто на расхват. Ну, конечно, ничего себе, я вот сейчас... Вы меня подсадили вообще на... Но при этом у него ягода еще вкуснее, чем у нас. Еще вкуснее, да? Ну, нам еще работать надо. Конечно. Я говорю, потому что у нас не здорово. ягода. Вот, и он нам все объяснил, все показал. Он приезжал сюда, в прошлом году один раз приезжал. И вот в марте здесь тоже был, участвовал в высадке, объяснял, что как делать. Новое помещение, какие-то замечания дал по работе. И дистанционно нас поддерживает. Испытано на себе. Нормально. Нормально, отлично. Ну что, вот подготовлено, соответственно, был концентрат и сделан раствор, да, для того, чтобы поливать клубнику. Вот, ну, на этом наш выпуск подходит к концу, но работа, да, не заканчивается. Здесь происходит практически ежедневно, да, можно сказать. Вот, шмели вообще круглосуточно здесь находятся, работают на рабочем месте. А в свою очередь хотелось бы поблагодарить Ивана и двух Иванов, да, большое спасибо вам за очень, на самом деле, очень интересный, мне кажется, получился выпуск. Во-первых, я узнал, что в Якутске можно выращивать очень вкусную клубнику. Вот. Во-вторых, смотрите, какой шикарный урожай, да, то есть это с одного ряда мы собрали, в том числе вот этого рекордсмена. И порадуем коллектив телеканала Якутия-24. Ну, домой, я думаю, тоже достанется, да, то есть угостить родных, близких. Большое спасибо за такой подарок, за очень интересный день, информацию. И вам удачи, чтобы эксперимент прошел на ура, да, то есть это, во-первых, студенты, да, получают неоценимые знания. Вот. Ну и я думаю, что в скором времени жители Якутска, да что там Якутска, Якутии, благодаря вот усилиям благотворительного фонда Синацпарк получат очень вкусную, настоящую, качественную клубнику. Спасибо. Спасибо. Заходите еще. Обязательно. Испытано на себе.